Всех приветствуем! Сегодня 1 октября, и в Парагвае отмечается День Караи-Октубра. И в этот день принято готовить блюдо под названием йопара, или есть второй вариант джопара. Нам понадобится кукуруза, здесь она называется локро, белая кукуруза достаточно крупного размера, фасоль порода. Это основные ингредиенты. А дальше, что есть в наличии? Есть варианты с мясом, есть без мяса. У нас будет с мясом. Опять же, мясо на ваше усмотрение. Парагвайцы любят говядину, поэтому основное мясо, которое используется, это говядина. У нас будет свинина, болгарский перец, помидоры, лук, картошка, соль, перец. Прежде всего надо замочить на несколько часов фасоль и кукурузу. Итак, фасоль и кукуруза постояли в воде несколько часов. Остальные все ингредиенты мы порезали соломкой довольно крупной. И теперь надо будет ставить фасоль и кукурузу вариться вместе с лавровым листочком. И остальные ингредиенты обжаривать. Варить надо до того момента, пока фасоль и кукуруза не станут мягкими. Потом туда добавляем все оставшиеся ингредиенты, еще немного варим, чтобы все пропиталось вкусами друг друга. Солим, перчим, добавляем специи и готово. Прошел почти час, фасоль и кукуруза стали достаточно мягкими, и не сливая воду, в эту же уже коричневатую водичку высыпаем картошку. Сейчас надо будет воды добавить, мясо. И пока буду мешать, немножко порассказываю. Значит, слово йопара, оно же джопара, на гурани означает смесь. Существуют две легенды о происхождении этого праздника. Первая гласит, что еще до прихода испанцев у индейцев Гуарани было блюдо из кукурузы и фасоли. И поэтому испанцы ничему не научили. Версия вторая. Когда в 1537 году пришли испанцы, то заметили они, что местные всю еду, все запасы съедали, и к октябрю, а это самый тяжелый месяц, когда до нового урожая еще надо подождать, у них ничего не оставалось. Прошло минут 20, и теперь уже пора добавлять овощи, которые я обжарила, пока варились фасоль и кукуруза. Так вот, иезуиты придумали легенду про старичка в большой соломенной шляпе, который 1 октября каждый год ходит по домам, заглядывает в окна и смотрит, есть ли там котелок с кукурузой и фасолью. И если котелок есть, если есть мясо, и хозяева смогли уберечь скот, есть провизия, значит, у этой семьи все будет хорошо. А если же хозяева ленились, не работали, не продумали, как прожить самый голодный и тяжелый месяц октябрь, значит, Караи-Октубра остается в этом доме и устраивает мелкие пакости, чтобы заставить хозяев работать. И для того, чтобы его отпугнуть, готовят блюдо йопара. Основных ингредиентов здесь должно быть два. Это фасоль и кукуруза. А дальше у кого что есть, кто на что гораст. Есть варианты с мясом, без мяса, с сыром, с молоком, острые, не острые, с тыквом, с картошкой. Так что у каждой хозяйки своя версия. Наша сытная, вкусная, ароматная йопара готова. И, надеюсь, Караи-Октубра оценит наши старания. И весь предстоящий год будет у нас хороший. Так что всем хорошего октября.